Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Сегодня мы поговорим о правах и обязанностях приемных родителей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Встретимся с приемной семьей Афанасьевых. Ну а по традиции начнем с рубрики «Ищу семью». Меня зовут Максим, мне 11 лет. Я учусь в 4 классе. Чем любишь заниматься в свободное время? Футбол и компьютерные игры. Какая твоя любимая компьютерная игра? Counter-Strike и Горы героев. Я даже могу Дима Билан спеть. Дима Билан? Держи. Ой, давай, я тоже знаю эту песню. Ну-ка, давай ты Давай начинаешь. с тобой мы отдохнем. С тобой вдвоем. С тобой вдвоем. Мы надеемся, что Максим обретет семью. С тобой вдвоем. Институт приемных семей складывается благодаря государственным социально-экономическим гарантиям, включающим определенные права и обязанности. Юрий Уланович, здравствуйте. Здравствуйте. Какими правами и обязанностями должны руководствоваться приемные родители? Во-первых, надо начать, что из себя представляет приемная семья. Это форма семейного устройства, да? То есть это опека, попечительство над детьми, несовершеннолетними сиротами, да? Которая осуществляется приемными родителями, которые заключили договор с органами опеки и попечительства. В чем отличие от той же опеки и попечительства? В том, что кроме тех же полномочий, которые имеют опекуны и попечители, приемные родители, да, с ними заключается договор о возмездном оказании услуг, да, так называемый гражданский правовой договор, да, то есть это им начисляется ежемесячно определенная сумма 7300 рублей, да, ну, с минус 13% получается 6500 в месяц, да, они, получается, эту сумму уже могут тратить на себя, допустим, да, кроме того, как обычно, опекунское пособие именно на детей, на содержание детей, да, от 12 до 21 тысячи рублей, которые они должны тратить именно на детей, на содержание детей, и по которым ежегодно до 1 февраля они отчитываются. Соблюдение прав приемных родителей должно осуществляться с учетом вклада в воспитание детей обоих приемных родителей. Наши родители получают ежемесячное вознаграждение за воспитание приемного ребенка, но я здесь немножко остановлюсь, потому что когда мы бываем на всероссийских форумах в городе Москве, очень многие поднимают этот вопрос ежемесячного вознаграждения, и есть совершенно разные цифры. У нас, например, они не меняются почти. Вот если я воспитывала 6 детишек и уже выпустила года 3 назад, например, да, я получала за 6 детей 24 тысячи рублей вознаграждение. Это, ну, как бы это зарплата одна, муж не получал. Сейчас такая же цифра, к сожалению. Эта цифра не меняется почему-то, не знаю. А вот в других регионах, конечно, идет очень хорошее вознаграждение. Например, в Москве вознаграждение за воспитание ребенка получает как отец, так и мать. И причем для ребенка-инвалида получается более другая цифра, потому что ребенок с инвалидностью, он требует, конечно, особой заботы. Не только родители, но и государство, поэтому кажется, да? Поэтому вот другие, когда наши родители, они читают, смотрят, и, естественно, немножко переживают по этому вопросу, потому что, представьте, 24 часа в сутки заниматься ребенком, его здоровьем, его воспитанием, его жизнью. Такая огромная ответственность. Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями. Герои нашей сегодняшней передачи – приемная семья Афанасьевых. Знакомство с ними стало для нас приятным и радостным событием. Год назад в рубрике «Ищу семью» мы показали 13-летнего Виталия. А кем бы ты хотел стать? Ты вообще задумался над этим? Ну, врачом. 1,5 года назад мы познакомились с 11-летним Нургустаном, который мечтал жить в семье. Мы очень рады, что мечта Виталия Нургустана осуществилась. Они стали членами большой, дружной семьи Афанасьевых.
Вначале я познакомлю с мужем моим, Михаил Герасимович. Мы, конечно, это решение приняли всей семьей, но самое главное, с мужем мы это приняли, поэтому сразу знакомимся. И решение это было у нас принято, когда к нам приехал племянник наш, Ваня. Это было в 2016 году. Да, Ну, давай, расскажи. в апреле. Ага. Ну, у меня старший родной брат умер, да, поэтому я съездил туда, и Ваня у нас остался один, и мы его взяли под опеку. И он у нас с 2016 года с апреля месяца. С мая. С мая. Да. У нас своих 4 детей, 2 старших сына и 2 дочери. Вот самая младшая Саина у нас, и одна дочка у нас сейчас в Москве живет, работает. Старшие сыновья отдельно живут, Олег и Гера. Гера Алмаз Ергенбанка специалистом работает, Олег в активном обществе работает, гарант. И У него своя да, семья. Да, своя семья, 2 внука у нас. 2 внуков уже. Ага. И поэтому поговорили с детьми нашими, они сказали, мы не против, это главное от вас зависит. И мы решили взять еще детей. Но сначала не знали, кого будем брать. Да? Поэтому... Ну, так как у нас появились внуки, нам хотелось, чтобы у нас дома тоже были маленькие дети. Хотели 3-летних, 4-летних начать. Но когда мы приехали в Мухсуаллах, нам показали сразу Виталика. Но я Виталика увидела, еще там у них этот альбом на столе лежал, и там фотографии детей было. И на первой странице фотография Виталия сразу же. И как только я его увидела, и они сказали, вот такой хороший мальчик, он у нас недавно появился. И сразу его со школы прямо пригласили, мы познакомились. Ну, и сразу как-то, не знаю, сердце ёкнуло. Сразу, но все равно, когда вот смотрим на детей, все равно на своего как-то сердце откликается сразу как-то. И потом сразу сказали, тут его есть друг, который, если Виталика заберете, тогда Нюргун останется без брата старшего, сказали. И его сразу же перевели тоже. И потом они уже через 4-5 дней мы уже поехали за ними. И они сначала учились, где я работаю, в 12-й школе. 3-ю четверть уже Там здесь помогли, уже очень начали, хорошо. Ага. Приняли, и они учились Нюргун в 6 классе, Виталик в 7, Саина наша сама в 7 классе, учится, Ваня в 8. Ну, они все, скажем, погодки все, да. Ага. Поэтому У нас они- так получилось, ага. Саина, хочу тебя спросить, вот, как ты отнеслась и какие у тебя были ощущения, когда вот в семье появились братья? Немного времени прошло, но за это время уже столько воспоминаний. И иногда ругаемся там чуть-чуть, стыковки. А так, ну вот, когда всей семьей куда-нибудь выбираемся или так, у нас где-то общие вкусы там, если надо, поддерживают, если надо, я их поддерживаю, так, понимаем друг друга. В семье у тебя очень много братьев, сестер, да, появилось. И как вот твои ощущения? Не знаю, хороший, Как друзья, наверное, да? да, как родные. Я посещаю... Первый раз я посещал кружок робототехники. Первый раз с Ваней. Потом, когда после 3-й четверти, когда я начал учиться в 7 школе, у меня репетиторство по-русскому началось. Ну, сейчас еще репетитор появился по английскому и по математике. В 7 школе я там быстро зашел в коллектив и начал, ну так, хорошо учиться. Общаться, подружился со всем классом и начал дружить с другими классами тоже. Сейчас большое внимание на учебу мы возлагаем. Ну, чтобы они как-то хорошо восприняли, что
школа – это их будущее. Без образования дети уже в наше время никуда не пойдут, даже учиться, даже простым шофером стать, тоже надо учиться хорошо. О, сейчас Вот, вот даже берут. конечно, Конкурс щас на вот, конкурсной да, основе. такие конкурсы стали, даже учебы сейчас платные стали, поэтому со своим знанием они должны, в свое знание они должны самое большое внимание вложить. Вы как новоиспеченная семья, хотелось бы у вас спросить о существующей государственной поддержке, да, для приемных семей. Что бы вы хотели, может, не изменить? Мы не относимся как многодетная семья, как Статуса такого нету. Статуса как такового нету. Они как сироты, оставшиеся без обеспечения родителей, этих называется. Поэтому кружки, там, где мы можем их записать, все равно она заставляет 100% оплачивать все это. Вот именно насчет этого. И насчет репетиторства тоже очень дорого получается, да. Хотели насчет земли тоже спрашивали, ну, чтобы побольше квартир. Мы хотели большую квартиру и, может, в дальнейшем тоже детей взять. А насчет земли тоже сказали, так как у нас приемный опека получается, нам не предоставляется земля. Как такого льгот нету. Вот многодетным тоже предоставляется, а так как мы приемная семья, у нас нету такой Льготы. И насчет субсидий тоже нету, по-моему, где? Квартплаты, это коммунальные услуги. Этих коммунальных услуг тоже нету таких. Мы все 100% все оплачиваем. Как вот обычная семья? Да, как оплачивает? обычная семья, все оплачивается. Мы надеемся, что обращения приемных родителей будут услышаны, ведь они дарят детям самое ценное – семейное счастье и тепло. Удачи, до свидания. Приемные родители, приняв на воспитание ребенка, несут большую ответственность за него перед обществом. От того, как они воспитают приемного ребенка, зависит то, каким он выйдет в самостоятельную жизнь. Поэтому государственная поддержка и соблюдение прав приемных родителей очень важны и определяют успешное развитие Института приемных семей. Мы встретимся с вами вновь через неделю. Всего вам доброго, до свидания.